Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. Я рад вас приветствовать сегодня на радио Сектор X. Сегодня у нас День Конституции, 30 августа. Наш сегодняшний гость – политолог, эксперт, аналитик Талгат Мамраимов. Здравствуйте. Очень рад тебя приветствовать сегодня на нашей студии. Это наша первая передача, так что, можно сказать, ты первопроходец. Поздравляю вас. В связи с сегодняшним праздником многие активные пользователи Facebook, социальных сетей выражают свое мнение. Мнения очень разные. Кто-то считает, что это праздник, кто-то считает, что это не праздник, кто-то считает, что это плохая конституция, кто-то считает, что конституция быть не может. Ты как эксперт, опытный, очень долгое время занимался именно вот правовыми вопросами, да, в Конституции, политическими вопросами. На твой взгляд, нынешняя наша Конституция, какая она? То есть какая это страна с такой Конституцией? Можно в деталях? Я думаю, наша Конституция не является руководством к действию для нашей власти, для нашей правящей элиты. В наших правилах игры основным законом является лояльность лидеру нации, так сказать, традиционным авторитарным ценностям, пацанским понятиям, но не Конституция. Эта Конституция была принята в 95 году. Некоторые старые, скажем так, политики и оппозиционеры говорят о том, что нам необходимо вернуть Конституцию 93 года. Как ты считаешь, возвращение этой Конституции старой что-то поменяет к лучшему? В некотором смысле с ними можно согласиться, потому что именно вот, за счет Конституции 95 года сформировалась суперпрезидентская система. Назарбаев, именно за счет этой Конституции смог, установить, свою тотальную власть. Конституция 93 года не давала ему такой возможности. Поэтому, Конституция 93 года, она более демократична. Вернее говоря, именно она ближе к демократическим стандартам, нежели вот эта вот Конституция. Ну, а насколько та Конституция соответствует нынешним реалиям, нынешним вызовам, плюс поколение другое сейчас. Вообще, в целом, я так думаю, в нашей традиционной культуре нет, понятия права человека. Вообще нет понятия верховенства закона. Наша традиционная культура не знает, что такое, правовая система. В таком, в юридическом смысле, в смысле писаного права. Мы привыкли жить в нашей традиционной культуре там по традициям, согласно традициям, обычаям, пацанским понятиям там, но не согласно законам. Законы для нашей культуры — это занудство какое-то там, значит, это пустая формальность. Законы у нас не ценятся, не являются ценностью, тем более Конституция. Вот ты сказал традиционная культура. Что ты имел в виду? Это многовековая наша традиционная культура, или ты рассматриваешь только вот культуру там последние столетия, да? То есть советская власть, Российская империя. То есть откуда это все у нас берет истоки? Я имел в виду многовековую, то есть ее корни еще там находятся во времена там, она формировалась еще во времена тюркских каганатов и так далее, вот с тех времен. Современный ее облик сформировался такой окончательный в советское время. Мгм. Ну, люди, которые прожили в Советском Союзе, утверждают, что у них был закон, и закон работал. И Конституция их работала, и закон работал. Но эти же люди сейчас, скажем, не только там живые, да, они находятся у власти. Как так случилось, что даже вот те законы, которые работали в Советском Союзе, сейчас не работают? Они в некотором смысле правы, потому что в Советском Союзе была некая форма прямой демократии. Там все таки
выборная система некоторая существовала, Верховный Совет формировался за счет выборов определенных там и так далее. И законы в некотором смысле тогда работали, да. Была вот некоторая правовая культура. Но та правовая культура, та конституция, она, значит, не соответствует, там, можно так сказать, если там говорить по большому счету, не соответствует там критериям даже среднего уровня развитых демократий. Советские люди привыкли к определенному уровню, так сказать, стресса, что ли, беспредела, и что-то такое, некоторые послабления им казалось, это значит какое-то там таким прям совершенством на уровне чуть ли не там развитых демократий. И вот эти рассуждения, они относятся вот к этому числу. И наше руководство, наша элита, она вышла с тех времен. Мы все вышли с тех времен. Мы научились, что такое вот, что относится к разряду естественных прав, небольшое вот из этого уровня рассматривать как нечто такое близкое к совершенству, к уровню развитой демократии. Самое небольшое такое, что-то какое-то послабление. А на самом деле это просто минимальное послабление. Мгм. Скажи, пожалуйста, известно, что вот, ну, понятно, у нас выборы прошли президента, у нас теперь новый президент, сформировалась у него некая команда, скажем так, в большинстве своем из тех же лиц. В принципе, система, как нам обещали, транзит. А, То есть она и как бы идет, и вроде как бы мы не замечаем никаких послаблений. Говорят о предстоящих парламентских выборах. Но при нынешней конституции что может измениться, даже если будут проведены честные, открытые выборы? Хоть они проведут какие-то определенные изменения Конституции, поправки там в русле анонсированные политические реформы, так сказать, в сторону ее демократизации, как они там говорят, демократизации нашей политической системы, это никак не отобразится на правилах игры, на многовековых, так сказать. Какие они были, они такими останутся. То есть Конституция останется формальностью. Никаких на самом деле демократических изменений не будет. Это все изменения Конституции, вот эти вот, это можно даже сказать не косметические какие-то, так сказать, украшения нашей политической системы, нашей политической жизни. Это просто так заведено в мире. Конституция нужна для легитимизации нашего правящего режима в международном формате. Что вот, значит, у нас вот есть Конституция, она такая вот в некотором смысле демократическая. Там. Вот у нас хотят далее демократизировать ее там, политическую систему, понимаете ли, там, сделать, усилить там парламент, понимаете ли. Но это все делается для международной легитимизации правящего режима, международной легитимизации политических планов Назарбаева. Так что ничего не изменится. Это так просто. Это, в некотором смысле кинозарисовки, так сказать. Получается, у международного сообщества двойные стандарты для стран третьего мира, как Казахстан, получается. То есть их наблюдатели, их представительства здесь находятся, они владеют, если не всей, но большей частью информации относительно прав человека, демократизации общества, гражданского общества и так далее. То есть они видят, что на деле все те конституционные реформы, которые должны были быть направлены на демократизацию общества, они на самом деле не работают. И, как ты правильно отметил, для международного сообщества это все будет делаться, даже если там примется идеальная конституция, и здесь ничего не изменится. То есть зачем тогда это все нужно делать? Ну, я не думаю, что если даже идеальная конституция будет принята, это не отобразится на правилах игры вот, вековых.
Если будет идеальная конституция, то какое-то влияние может быть все-таки. Практика мировая, исследования показали, что изменение формальных институтов все-таки оказывает влияние на изменение неформальных институтов, то есть на ценности, нормы влияют, то есть на культуру. А та, в свою очередь, влияет на, значит, функционирование формальных институтов, то есть госорганов. Есть такой момент. Это одно. Вот второе, вот касательно твоего первого вопроса. Я думаю, знаешь, мне кажется, что западные вот структуры, там ОБСЕ, там, ну, их наблюдатели держав западных, они, мне кажется, не совсем понимают суть нашей политической ситуации, как вообще устроена наша политическая жизнь. Мне кажется, они не понимают. Они изучают нашу политическую систему по конституции, по законам каким-то там, по формулярам каким-то, которые это просто являются, так сказать, гензарисовкой, то есть они не отображают сути нашей политической жизни. Изучать нашу политическую систему по конституции, по законам, это все равно, что там это вот считать пингвина птицей. У пингвина есть крылья, да, но он вряд ли когда-либо полетит. Так и наша конституция тоже, и политическая, это бессмысленно изучать нашу политическую жизнь, политическую систему по конституции. Вот, мне кажется, они вот не до конца понимают эту ситуацию. Много же есть таких экспертов, у наших самих даже, отечественных. Они изучают нашу политическую жизнь серьезно, так сказать, по Конституции, там, по вот законам, там, по конституционному закону о выборах, там, о политических партиях, о парламенте. Это же все не работает. У нас законы не работают, а применяются. Ну, то Мгм. есть у нас законы работают тогда, когда нужно правящей элите. Вот. А вот так они это просто для украшения существуют. Для легитимизации правящего режима. Законы, конституция. Стоит вот, у нас есть законы, вот. Но они не работают. Вот стоят, есть. А когда вот спрашивают там международные наблюдатели, там держава, вот пока у нас есть законы, вот конституция есть, вот. Они для этого и существуют. А так у нас наша жизнь так устроена, все это территория беззакония, все происходит и существует за счет там неформальных взаимоотношений, по пацанским понятиям там все решается и так далее. Там. Но не по закону. Если ты будешь спрашивать, говорить о законах каких-то, о правах человека, там, допустим, милиционерам, они скажут: ты чё тут говоришь? И в КПЗ Права качаешь. да, права качаешь, и в КПЗ замуруют. Вот и все законы, так сказать. М. А вот говоря, вот я иногда посещаю всякие мероприятия, форумы, м, таких разных гражданских инициативы там происходят по изменению Конституции. Все хорошо. То есть пишется у них идеальный вариант Конституции. Они говорят, что надо менять выборное законодательство, менять много чего надо менять, много чего не менять. А я когда задаю вопрос, хорошо, мы вот это на это сменим, но как это сделать? Никто не может ответить. Ты бы как ответил? Как поменять Конституцию так, чтобы она, то есть, была хотя бы вначале на бумаге, а потом перешла в действие? То есть какой-то там рецепт? Ам, Исследования научные, мировая практика сама показывает, что формальные институты, вот госорганы, они на практике не работают, если нет соответствующих ценностей норм в обществе. Эта ситуация называется path dependence, эффект колеи, когда, значит, существование государства, функционирование его институтов, вот формальных, оно зависит от прошедшего исторического пути, как государство это развивалось на предыдущих этапах. То есть на тех этапах влияли на ее развитие ценности, нормы неформальной, культура оказывала влияние. Это вот на нашем примере очень отчетливо видно. У нас внедрили, так сказать, демократические институты, парламент, партии там, и все другое, институт президента. Но это все же не работает так, как работает в западных демократиях. Это, то есть,
пустые структуры остались. Потому что у нас в нашей культуре нету таких ценностей норм демократической культуры, гражданской культуры. Нету у нас. Ам, то есть, соответственно, нам нужно первым делом развивать демократическую культуру, демократические ценности. Нужно, чтобы наши люди поняли, что такое права человека, что у них есть естественные права от рождения. Права на свободу, на собственность, на уважение достоинства, чтобы, значит, его достоинство, его личность уважали. Это его естественные права от рождения. Наши люди этого не знают. Они вот от рождения знают, что вот его права это они от рождения только знают обязанности. Ну, что нужно ходить строем, молчать тихо, там, много не говорить, не высовываться там, и так далее. Ходить на выборы. Да, ну, в смысле, на выборы ходить это, если брать развитые демократии, это хорошее дело, потому что у них демократия функционирует за счет выборов. Э, Я имею в виду ходить строем. Вот наши от рождения знают только обязанности ходить строем там, и так далее. Вот, и относятся к этому. То есть, первым делом, для того, чтобы у нас заработала Конституция, появилась нормальная Конституция, наши люди должны осознать, что у них есть естественные права, что и должны понять, что такое права человека. Э, И вот так постепенно начнет формироваться гражданская культура, демократическая культура. То есть они не только должны осознать, что есть у них права человека, и что нужно за них бороться. Это все взаимосвязано, что Талгат, нужно ты бороться. правильно слово сказал, бороться. Немало у нас прецедентов, немало случаев, когда люди выходят, борются за свои права, борются действительно кровью, потом, отдают здоровье, даже жизнь, свободу. При этом они этих прав не добиваются. Власть просто не дает им реализовать эти права. Право на жилье. Помнишь, там в Астане, в Мгм. Алмате очень много было Да. дольщиков, ипотечники, Мгм. которых лишали жилья до Мгм. последнего. Много было суицидов. То есть люди Мгм. не добивались своих прав Мгм. через вот завоевание, да, прав. Они не Мгм. могли этого сделать. Их там тысячи, 10 тысяч человек было, но все равно не получалось. Мгм. Власть же ведь не допускает реализацию этих прав. Как в этом случае быть? Ведь чтобы реализовать свои права, во-первых, никто не должен мешать. Мгм. Ну, я так думаю, что если никто не будет мешать, то, в принципе, людям можно реализовать свои любые права. Но, видите ли, наша система не позволяет Да-да, реализовать. реализовывают, да. Блокируют, борьбу за права. Ну, борьбу не в революционном смысле, а в демократическом. То есть, за счет участия, значит, в пикетах, митингах, там, демонстрациях, Ведь там, эти права тоже прописаны в Конституции. и выражение мнения свободном. Да, это все прописано, да, но это же, как мы вначале, сказали, это все не работает. Э, И тут остается, наверное, единственный выход. Нужно вот как-то кооперироваться людям и обращаться в международные структуры, посылать запросы, значит, и так далее. Там. Но это Или было. там, Они регулярно это делают, обращаются в международные органы. Human Rights Watch есть такая организация. мгм. За мою карьеру, скажем так, гражданского активиста мы тоже неоднократно там Да, да, обращались. Это не работает. да, я имею в виду в купе, то есть, учитывая, значит, и этот момент, ну и, то есть, и выход на демонстрации. То есть, мне кажется, демонстрации вот, будут иметь эффект, и власти не смогут блокировать, демонстрации, проведение демонстраций, мирных там пикетов, демонстраций, шествий, если они будут многочисленные. Если будут выходить там, вот, допустим, представить ситуацию, там на площадь, значит, города Алматы или Астаны в один день выйдут там и там по, несколько сот тысяч человек. Ну, С как требованием, например, остановить велопробеги, да, которые, нет, какие велопробеги? ну, к примеру говорю. Нет, в первую очередь, Мгм. касательно естественных прав человека. Требования, значит, проведения, значит, прозрачных выборов, и так далее. Защиты собственности и другое там. Защиты Мгм. жизни и уважения личности. Но Если это, вот так, это общие,
Тебе не кажется, что наши люди, они сами по себе, они индивидуалисты в отношении общих человеческих прав? То есть они в первую очередь думают о том, что у меня во дворе, и Ну освещение у меня вот, какое. То есть, я и говорю, в нашей культуре просто у наших людей нету демократических ценностей, нету гражданских ценностей. У наших людей ценности приземленные. То есть они думают о том, чтобы это набить, значит, живот, там, покушать, желательно хлеб с маслом, там. ну, А там, даже, чтобы думать там о свободе, там, о таких ценностях, ну, это только единицы думают о таких ценностях. да, но почему бы вот на этих ценностях маленьких, приземленных, разве нельзя сформировать какую-то гражданскую силу, Да, которая... можно, вот это другая сторона медали. Я Вот, вот к велопробегам, да, сегодня-завтра у нас в Алмате велопробег, завтра мгм. перекрывает Аль-Фараби, Восточную трассу, то есть создает неудобства. Естественно, у граждан никто не спрашивает, у жителей, хотим мы этот велопробег, не хотим. Понятно, что это еще и делается за счет бюджета, наших денег, да, но лично я как житель всегда так, ну, как эгоист, я всегда так думаю, Ну, а мне зачем это? А мне это создает неудобства. но это создает неудобства тем, у кого есть свой автомобиль личный. Нет, если трассу всю перекрывать, там и автобусы не будут ходить. Ну, завтра выходной день все-таки, и большинство граждан, которые не имеют личного автомобиля, им это, так сказать, по барабану все это. И поэтому тут что тут говорить о велопробегах там? В первую очередь нужно говорить о других вещах, более, значит, весомых, высоких, вот, которые касаются прав человека, гражданских, политических, социальных, культурных. Вот я хотел сказать о другой стороне медали. Вот, да, даже защищая свои социальные права, все-таки по Конституции Казахстан является социальным государством, но на практике это тоже не работает. На самом деле подавляющее большинство наших людей живут, не имеют достойный уровень жизни. Живут на уровне чуть ли не нищеты по международным стандартам. И вот за это тоже не борются, за право на достойную жизнь, на достойный уровень жизни. Вот даже если отталкиваться от этого, от этих интересов людей, если они будут защищать вот эти свои интересы приземленные, тогда вот будут, так сказать, развиваться гражданские ценности, демократические. Но этого люди не делают. Это вот тут вот, так сказать, path dependence имеет роль. Это зависимость от предыдущего пути развития. То есть у нас, нашего народа, ценности, нормы такие. В сталинское время, в первую очередь, наш народ научился молчать, значит, научился этой выученной беспомощности. Наш народ зашугали там посредством там ашаршылық, голодомора, там репрессий. Наш народ зашуган, испуган и боится отстаивать свои права. Вот с тех пор. С тех пор наш народ стал, большинство, значит, критическая масса народа стала двулично. Ну, вот как Ну, из доносы писали же ведь тоже да, во время Сталина. исследования Левада-центра, известного российского социологического центра, показали, что советский человек — это вот наши люди, это вот такой человек — это советский тип советского человека, он обладает двоемыслием. Он одновременно, значит, за справедливость, там, гражданскую в том числе, но одновременно он за власть, он потакает властям, он боготворит власти, там, готов целовать. Государственник, да, Да, себя считает. государственник такой, да, ярый там. Вот это такой двуличный, двуличный, лукавый человек такой, изворотливый, хитрый. Вот. Он всем пытается угодить. Вот. И поэтому как можно ожидать от этого человека, чтобы он организовался как-то там и боролся за свои права там, ну, то есть обладал гражданским Хорошо, ну а сознанием. как это изменить? Как его сознание изменить, чтобы он стал либо, то есть двуличие, да, здесь понятно, либо он должен быть государственником на стороне власти,
как Северной Кореи, да, либо он должен быть справедливый, открытый, который там считает, что от него что-то зависит. То есть что надо сделать так, чтобы он перестал метаться из стороны в сторону и выбрал одно направление? Ну, мне кажется, с одной стороны, что для этого нужно очень много времени. То есть в Ну, много это этом сколько? в одном поколении это не произойдет. То есть тут в первую очередь эта работа происходит по вот изменению ценностей за счет полноценной системы образования, за счет появления полноценных наук социальных, чего у нас нету, полноценной системы образования, полноценных наук социальных нету. Вот за счет появления этого и больше всего за счет появления полноценной рыночной экономики, которой у нас нет. У нас командно-административная раздаточная экономика. Института собственности нету у нас. Вот это когда все это появится, вот тогда вот начнут ценности меняться. Вот. Ну да, если вот появится полноценная рыночная экономика, ее функционирование будет, значит, обеспечиваться, как говорится, с нуля, то буквально там за несколько лет у людей пойдут мощные ценностные сдвиги. Но ценности, на самом деле, их ядро, ам, они это быстро не меняются. Исследования показали, что культура, ценности, вот, и основа культуры, нормы, они наименее подвержены изменениям из всех других, значит, сфер общественных. Культура медленно меняется. Вот, то есть это можно увидеть вот на примере молодых людей, которые учатся за рубежом, там наши, да, в западных университетах и так далее. Вот кажется, казалось бы, вот демократически образованные люди, там, с демократическими взглядами, вот, когда с ними пообщаешься, там, ну, глядя на их, когда слышишь их там лозунги, прокламации разные, видишь их, кажется, да, вот человек с гражданским сознанием. Но когда они попадают в вот такие ситуации, когда там вступают, на авансцену выходят госорганы, власть, они сразу их, значит, лик меняется. Ну, Появляется вот это их глубокие вот эти ценностные пласты выплывают советского человека. Они сразу, как говорится, генетические. да, они, как говорится, говорят же, переобулся. Вот они сразу начинают переобуваться. Ну, по-моему, я вот вспоминаю Грузию, Украину. Мгм. Когда я был в Украине, учился, я соседствовал в комнате с грузином, который рассказал, как у них вообще происходили вот эти а, Майданы и к чему они пришли. Мгм. И он очень интересную вещь сказал. Говорит, вот все это сделали люди, которые пришли с Запада, да, то есть западным образованием, это грузины, которые Мгм. не хотели жить по-старому. Мгм. И им удалось за 5 лет сделать другую Ну, страну. у грузинская культура — это другая культура, чем наша тюркская кочевая культура. Грузия имеет многовековой опыт, значит, такой культуры, которая по, значит, своим основаниям близка к европейской культуре, там, которая имеет свои основания в древнегреческой культуре. Грузия близка к той культуре европейской. Наша культура, она близка к другому полюсу, такому тоталитарному, авторитарному. Вот. Китай, да, Восточному. восточный, это тоталитарная такая культура. Это, там в этой культуре не было ценностей таких вот, как в Западной Европе, в Грузии, Но там, тем не менее Южная Прибалтике, Корея, Белоруссии. Япония Там. тоже восточной культурой. Современные исследования показали, нет, тут тоже есть некоторые определенные нюансы по восточным культурам, да. Э, Современные исследования показали, что вот буддийская культура, вот, она оказывает определенное влияние вот на развитие гражданского сознания. В свое время Макс Вебер показал, что протестантская этика и культура а, стимулировала развитие капитализма и, значит, и индустриализма за счет вот протестантской этики и культуры. И то же самое вот произошло в Южной Корее, в Японии. Вот это вот такая буддистская, там, значит, синтоистская культура, если брать Японию, там,
синтоизм и на Южную Корею тоже оказал влияние. Вот эта буддийская культура, она вот оказывала большое влияние на развитие вот таких гражданских ценностей. А у нас все-таки же, вот, например, пример, что далеко ходить, Монголия. На Монголию буддизм оказал большое влияние. Монголия сейчас показывает большие успехи в демократическом развитии. А мы пошли по другому пути. У нас не буддизм на формирование наших ценностей культурных оказывал влияние, ключевое ислам, там, ну, другие вещи. Там. Ну, я не провожу прямую связь между исламом и там, с тоталитаризмом, авторитаризмом. Это вопрос очень сложный. Тут А по-моему, все очень просто. Просто южные корейцы, японцы просто решили, что надо жить по-другому. И они просто выбрали вектор демократии и все поменяли. То есть, мне кажется, что мы всегда вот любим рыться в своей истории. Вот у нас есть Жеті жарғы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы. Были своды законов, степные правила. В принципе, если их читаешь, там все понятно. Там, нет. да, В то есть, Қасым хан Қасқа жолы, Есім хан Қасқа жолы и Жеті жарғы, и во всех наших правовых уложениях от Яс Чингисхана нет ни одного пункта о правах человека, о гражданско-политических тем более. Нету ни одного пункта. Там нету ни следа хабеас корпус. Хабеас корпус, как известно, сформировался, впервые появился в Великой Хартии Вольности в 1215 году, как вы знаете, в Англии. А в наших степях, так сказать, в нашей культуре никогда не было такого памятника, такого института, как хабеас корпус. Так что видите, у нас нет в нашей культуре таких ценностей, ну, от такого того, что опыта. вот у нас нет в культуре, это же не означает, что нам нельзя Вот имплантировать ты говоришь, вот да, эту они вот. вот решили, что нужно так, да, жить, что нужно нам сформировать там, значит, гражданское общество, они вот решили. Но мало человеку решить, нужна усидчивость, нужно терпение и труд, чтобы добиться этого. А это же все в культуре. Вот такая скрупулезность, там, которая потом привела вот тех же протестантов к формированию индустриализма, индустрии первой в мире, так сказать. И буддисты тоже смогли построить индустрию у себя. Буддийская культура тоже, значит, коррелирует с такой вот усидчивостью, терпеливостью, скрупулезностью, вот таким точным наукам, техническим наукам. Хорошо, Вот. Турция. Мустафа Кемаль Ататюрк. Ну, Турция это, видишь, тоже другой момент. Турция, так сказать, на стыке Европы и Азии. В Турции смешалось очень много таких культур с таким многовековым пластом, таким, который вот относится вот к Османская империя греческой это Восток культуре там, и все-таки, так далее. да? Османская империя это все-таки Но там восточная была культура. Византия, как ты знаешь. Нет, они Византия завоевали это потом, часть а Римской империи была. сами-то они османлы, это они были. То есть Но там же Мустафа Кемаль Ататюрк. население предыдущее же осталось, оно то население, ценности, нормы того населения перемешались с ценностями и нормами, значит, По-моему, турков, сельджуков. по-моему, всегда решает активное меньшинство. Это Потому что исследования нет, если активное я, меньшинство решит, я все-таки, она уговорит народ. не соглашусь. Исследования подтверждают, что все-таки ценности и нормы большинства на территории определенной страны, они все-таки формируют общую культуру. Культура общая, ее облик формируется из ценностей и норм большинства на этой территории. Так что и это же видно там, вот когда общаешься с турками, особенно с Стамбула, это вполне такой европейский Это человек. европеец, Да, да. это европеец. По его ценностям, нормам видно. Вот. По его ценностям, нормам он не отличается от, там, не знаю, там, британца там, и там, француза. Они где-то рядом близки вот друг к другу. Мы из другого огорода. Так что это... Мы из Советского Союза. Мы из Советского Союза больше, да. Да, поэтому. Ну, смотри, я вот в последнее время вообще для меня, да, какой такой небольшой стрессик случился, немножко даже и стресс надежды, да, скажем так, когда
Молодежь вышла с плакатом «УЭН Казахстан». Мгм. От правды не убежишь, да, вот они УЭН Казахстан называются, от правды не убежишь. То есть вся пресса, она как бы, ну, как будто вот проснулась, как холодный душ. Действительно, от правды не убежишь, еще это Ну, на... проснулась, потому что такая отмашка была, и проснулись все. Нет, по-моему, не то, что отмашка, просто я, например, вот Асия Тулесова, да, я до Мгм. этого встречал, она занималась экологическими проблемами, то есть, чтобы она в политику там лезла, то есть такого я вообще не замечал за ней. Мгм. И тут у нее что-то сорвалось, и вот она вот выступает, стала, скажем так, героиней, символом молодежи. В год молодежи Мгм. это очень знаковое событие. И Бибарс, Мгм. имя такое мощное, да, историческое. М. И вот двое молодых людей, они это сделали, стали примером подражания, да, то есть молодежь начала просыпаться. Но что случилось дальше, я дальше наблюдал, ходил там на их заседания, смотрел. На самом деле происходил такой слив вот этого вот потенциала, который есть в этой молодежи. И сейчас, например, на данный момент это усиленно идет такой слив именно вот этой вот массы критической. А, По-моему, мне кажется, что любая ситуация здесь возможна в Казахстане. То есть как там, почему нас все время предостерегают от революции, да? Мгм. Показывают нам все время Киргизию, Украину, да, все это страшные кадры. Все время нас пугают этим, что вот нельзя вот это делать. Молодежь это смотрит, да, с одной стороны, молодежь устала жить. Те, кто не хочет здесь жить, они там сваливают в Америку, в Европу. Мгм. То есть последние 2 года огромное число именно молодых людей покинуло пределы Казахстана. Они, э, когда мне говорят, что мы туда едем на время, там, на заработки, здесь ловить нечего, но я, честно говоря, не верю им. Я не верю, что они вернутся сюда. Почему? Потому что я считаю, что если ты хочешь, чтобы твоя страна процветала, ты должен бороться здесь и сейчас. Здесь ты должен доказывать, что это твоя страна, и государство обязано тебе обеспечить условия для ведения твоей деятельности, чтобы ты учился, получал образование, получил работу достойную, да, получал возможность заниматься бизнесом, не скрывая налогов, не платя взятки, устраивая детей в садик, детские, в школы, да, то есть здесь все коррупция. То есть здесь молодежь, она не хочет, то есть те, которые сваливают, я считаю, что она не хочет бороться за свои права. Те, кто здесь остаются, говорят, что вот остаются те, кто вот у них нет возможности уехать, да, отчасти, Неудачники, так да, называемые, неудачники, остаются. они не знают Мгм. английского, Мгм. сельская молодежь, да, которая тоже, то есть М. вообще там плохо ориентируется в городской местности, не то, что там в Америке, да, где-то. Здесь ситуация такова, что все равно вот какое-то ядро остается молодежи, которую как-то надо повернуть. Скажи мне, пожалуйста, что бы ты посоветовал нашим молодым гражданам, чтобы они повлияли на принятие там настоящих действующих правил? Можно это назвать конституцией, можно это назвать законами. Что она должна сделать, чтобы мы жили в правовом государстве, в конституционной стране? Ну, во-первых, я хочу сказать, что можно понять тех, которые за рубеж уезжают. Нельзя говорить, считать, что большинство из них в ценностном плане, значит, не соответствует нашей культуре, нашей цивилизации. То есть уезжают по идеологическим соображениям. Большинство, конечно, уезжают по материальным соображениям, но все-таки среди них есть те, которые уезжают и по идеологическим соображениям. Они не вписываются в наши ценности, и поэтому они уезжают. Их понять можно, да. Этим людям ловить нечего здесь, с их ценностями западными, гражданскими, потому что их вряд ли когда поймут на этой территории. Начнут понимать, наверное, только лишь, наверное, лет через, по большому счету, лет через 20-30 только начнут их понимать. А так они тут как белые вороны, сумасшедшие и так далее. Их можно понять. Это первый момент. А,
я не случайно коснулся этого момента, потому что он тесно взаимосвязан со вторым моментом, вот с тем, что можно посоветовать, да, молодым людям. Вообще не надо никому ничего советовать. Нужно это, в некотором смысле отказаться от такой вот хунвейбинской политики. Ты должен там вот, если не ты, то кто там такой комсомольского, от комсомольского призыва. Э, То есть я имею в виду, следует отказаться от такого, от авторитарного диктата. Если вот гражданское самосознание, оно в первую очередь формируется в условиях отсутствия какого-либо диктата. Когда, значит, какой-то, значит, вспыхивает свет внутренний, и ценности у человека меняются внутри на таком фундаментальном уровне. Когда он уже не может жить без того, чтобы ощущать себя человеком, который имеет права. Когда он становится таким вот, то он уже сам по себе так живет, что все, кто рядом с ним находится, они в некотором смысле заражаются. Это, так сказать, эффект домино, или как это называется, то есть, или эффект бабочки. По нарастающей все это возрастает. То есть тут даже таким людям не надо ничего делать, чтобы изменить ситуацию. Они просто своей жизнью, вот как они живут. Вот. Таким вот людям, вот с таким гражданским самосознанием, с такими ценностями жить в наших условиях — это подвиг, это очень тяжело. То есть все их считают сумасшедшими, белыми воронами и так далее. Это подвиг, вот жить с такими ценностями. Вот когда вот этих людей... Экстремистами даже. А? Могут даже из-за экстремистов принять. Да. Вот когда таких людей больше будет, и вот когда вот молодые люди, вот у молодых людей начнут появляться вот такие ценности гражданской культуры, постматериалистические ценности, как бы сказал Рональд Инглхарт, вот тогда все начнет меняться. Талгат, а как они сами по себе могут появиться? Это должен какой-то институт заниматься этим, то есть гражданский Нет, ну институт. ввиду того, что у нас нету полноценной системы образования, полноценных социальных наук, ввиду того, Мгм. что нету рыночной экономики, это индивидуальная работа. То есть это изменение ценностей, это очень долгий, кропотливый путь. Тут нужно еще человеку пережить многое. Одного только образования, да это можно видеть по людям, которые получили первоклассное образование в западных университетах и так далее. Там, ну, на поверку выясняется, что это у них там такой, вот кажется, что у них гражданское самознание, но это такой легкий пласт верхний, который легко снять. Как сказал Томас Манн с горечью после того, что произошло после прихода нацистов к власти в Германии, он сказал, культура — это тонкий пласт, который легко снять. С горечью сказав, вот на примере этих молодых людей то же самое видишь. Вот, казалось бы, гражданское самосознание, вот когда там на авосцену выходят там наши власти, там органы какие-то, бюрократы, они сразу, как говорится, переобуваются, забывают о гражданских ценностях. То есть формирование вот таких ценностей, такого вот самосознания — это такой очень долгий путь. Человек должен еще кое-что пережить в своей жизни, чтобы не обязательно переживать какие-то трудности. Но если человек умный изначально, он может и без трудностей понять, что есть вот такие ценности, и ощутить их в крови, так сказать. Но это не каждому дано. Но увидишь, опять-таки, то, что я говорил, активное меньшинство. Мгм. Смотри, ну, у нас вот в Казахстане есть некоторые независимые НПО, которые проводят гражданские школы, там, по правам человека, тренинги различные, семинары проводят. Я сам был даже тренером на одних из таких программ. Я видел, как вот люди, 10 человек пришли, они все равно чуть-чуть меняются. То есть после курса они уходят, как бы измененные, но дальше они опять исчезают, то есть Да, их опять, возвращаются да, в свой огород и измываются, вот, да. то есть бытовуха, вот эта вот среда их опять затягивает. Но я понял одно, что
эту работу, например, то есть тренинги надо не до 10, а до 100 человек, то есть массой, да, брать. Чем больше, тем лучше. В то же время я вижу, что также есть НПОшки, которые там получают огромные гранты, да, из-за рубежа. Но реально они не справляются с этой задачей. То есть, Вот их хорошую тему, темы коснулся хороший. Вот на самом в деле принципе, это средства выделяются международным сообществом на то, чтобы мы стали демократичной страной. И этих я не имею в средств их виду хватило бы, в я не принципе, имею в виду создать вот этот. грантов. Ладно, бог с ними, с грантами. Без них, конечно, сложно вот запустить этот процесс. Я имею в виду, вот хорошей темы коснулся, вот в плане вот изменения ценностей. Все-таки вот более эффективнее этот процесс происходит, если есть какой-то учитель определенный, который вот уже с такой, значит, человек с сформированными ценностями такими, который уже осознал их, он может, да, оказать большое влияние на изменение. Духовный лидер. Да, в некотором смысле он может оказать влияние. Вот это вот, например, то дело, которое вот происходило с Уян Казахстан, вот там от правды не убежишь, она во многом же имела большой резонанс за счет лидеров общественного мнения, которые Мгм. подняли эту тему, стали муссировать Средства массовой в информации. средствах массовой информации, в социальных сетях. Там, ну, с одной стороны, это может быть подтверждением организованности этого процесса некоторого, что он, значит, был направляем и так далее в русле имитационной демократии, так сказать. Ну, это ладно. Но самое главное то, что все таки роль учителя, она вот, неоспорима вот, в таком процессе. Вот, да, этот процесс можно, да, запустить на таком масштабном уровне, если вот собрать там определенное количество таких учителей. Ну, все таки по всей нашей стране, наверное, людей вот с такими ценностями устоявшимися тоже вот с другой стороны, наверное, я думаю, будет меньше там 200-300, может быть, даже меньше 200 по всему Казахстану. Ну, тоже, как говорится, немало. Ну, плюс, скажем так, отсутствие такой некой интеллектуальной базы, да. То есть давай, и если я всегда параллели с Россией провожу. Почему? Потому что считаю, что мы одинаковые. А, Да, у нас одинаковые институциональные да, матрицы, да. мы одинаково мыслим, мы все там с Ам, этой системы. У Мои, нас многие мои коллеги российские считают, что их социально-политические, значит, ценности, их социально-политические институты пришли к ним с Золотой Орды. Это мы мгм. от нас они получили. От нас научились, так сказать, вот, авторитаризму и такому, и неототалитаризму. Вот, так что это, Ордынству. да. Но тем не менее, там происходят демократические процессы. То Ну, есть, если помнишь, вот последний у у них, них все-таки аресты. наука развивалась более, значит, эффективнее, чем у нас, более масштабно. У них науки, лучше сказать, существовали социальные и другие. У нас все-таки социальных наук Плюс не было. влияние Европы все-таки Да, сказывается. влияние Европы. Ну и у них нет, лучше больше здесь сказывается влияние того, что у них индустрия была все-таки. У нас Мгм. индустрии таки не было. И у них все-таки традиционное общество трансформировалось в общество модерна все-таки. У них индустриальное общество не полноценно, но все-таки было. А у нас такие традиционное общество не трансформировалось в общество модерное, в современное общество. Оно вот так, трансформация это застряла, и мы вот так в седле так и остались. Как и были в седле, так и вот остались. Да, если даже YouTube канал откроешь, а, к нашему стыду у нас в Казахстане нету ни одной нормальной аналитической передачи с экспертами Мгм. нашими казахскими, да, которые бы реально обсуждали политику, Мгм. общество, экономику. То есть, я не знаю таких экспертов, у нас их нету. Зато если я захожу на российский YouTube, там начинается Невзоров, да, Ну, у там них, очень видишь, много у очень них в экспертов. России все-таки есть очаги гражданского общества. У них там взаимовыручка там. У Мгм. них такого не может быть, чтобы попавший в беду там независимый эксперт, там, Один член переживал гражданского свою общества, жизнь, да? да, чтобы он остался без помощи. Люди там, у них взаимовыручка, они самоорганизовываются, у них гражданское общество есть. Они
Значит, это они помогают не ему самому, там, не это работа гражданского общества, они кооперируются и так далее, все это. У нас такого нету, так А что что об этом нужно это. сделать для того, чтобы у нас было так? Ну, вот как я сказал, тут, видишь, это в первую очередь нам нужно, чтобы у нас появилась, рыночная экономика, чтобы у нас, индустрия А появилась, как она у нас появится, если, индустриальное если она общество. у нас не появится? Вот объективно давай посмотрим. Индустриальное общество, это получается, здесь надо делать огромное производство. А кто здесь будет делать эти Нет, производства, кроме не китайцев, не надо которые... огромное делать производство. Индустрия может крутиться и в сфере легкой промышленности, вокруг сельского хозяйства, там, чтобы, да. Я не говорю, что полностью там отходить от сельского хозяйства там и это Ну, в Монголии от же нет индустрии. от традиционной культуры, так сказать. Но если ты имеешь в виду, развитие демократии, ну, все таки их, культура в плане влияния буддизма тут, наверное, сыграла ключевую роль. Не, ну как буддизм? Они такие же, она такая же. Они тоже часть, они являются частью империи, да, Золотой Орды. Монголия. Это Чингисхан оттуда вышел. То есть они такие же, как мы. Они Не также, совсем. ну, подожди, они также были под Буддизм влиянием несколько Китая, веков, да, значит, они также были под оказывал влияние влиянием на. России, да. То есть они тоже, как мы, под влиянием, да. Другое дело, что у них не было таких массовых Вот под репрессий, как у влиянием нас. Китая, вот видишь, тут момент, Ну, то Китай-то есть тоталитарный. тут, я имею По-моему, я я опять так я тут, думаю, и что... я имею в виду влияние Китая не в культурном плане на Монголию, я имею в виду, в некотором таком технологическом, что ли, плане. И все таки нельзя считать, что в Монголии там, полностью отсутствует индустрия. Там все таки есть, некоторая индустрия. Она в качественном плане, гораздо более развита, чем наша индустрия. Ну, очаги на индустрии, которые у нас есть очаги индустрии, находящиеся в горнорудной промышленности, ну, Ну, в у них добыче сырья, также добыча в сырья, сырьевых так же, разработках как там и у и так нас. далее. Нет, там у них есть, я вот точно не знаю, какая структура экономики, в Монголии, но вот я вот, смутно помню, я где-то читал, но там все таки есть, свои, так сказать, инженерные кадры в Монголии, в отличие от нас. У нас же все таки собственных инженерных кадров, раз-два и обчелся, а у них там вроде бы как бы это дело работает. А это уже говорит о том, что там есть определенная культура, в таком русле. Я думаю, у них все-таки сначала, то есть нам же тоже долго толдычили сначала экономика, потом политика. Ну, это Вот. ладно, это один А момент. они, Потом, они вот просто смотри, взяли, сначала политику поставили во главу угла, да, сделали страну свободной, и потом уже пошла я хотел вот это индустриализация вот. и технологии, да. Ведь все очень просто. Если, что такое политика, да? Это когда тебе позволяют здесь открывать предприятия, тебя не душат ну, налоговики, пожарные, честники, да. То есть все эти проверяющие, там, 52 контролирующих органа тебя не трогают, дают тебе свободно развиваться. Вот это называется политика. Экономическая политика, вот в моем понимании, это вот делать свободы определенные. Тогда, только тогда будет индустриализация. А ты говоришь, что сначала вот из-за того, что у нас нет индустриализации, и поэтому вот у нас так вот с демократией плохо. Может, Нет, наоборот, с нет, демократией, когда надо нет, начинать? я говорю все в совокупности. Индустрия, говорю, рыночная экономика, ценности — это все в совокупности. Это один момент. Второй момент. Научные исследования показали, кстати, что вот этот тезис там или сначала политика, или сначала экономика, и тот ошибочен. Экономика — это это, значит, ам, одна, значит, сторона человеческих взаимоотношений. Политика — другая сторона. Но все это человеческие взаимоотношения, взаимодействие. То есть это неотделимо друг от друга. И экономика, и политика содержатся в человеческих взаимоотношениях. То есть То есть они параллельно должны идти, все да? внутри находится, это параллельно, да, развивается. В Монголии, вот это один из успехов их демократии.
формальные институты, работа формальных институтов, вот, парламента, партии и так далее, президента, института президента, просто она, с другой стороны, поддерживалась, общество контролировало их работу. Э, Поначалу, значит, не было такой практики работы демократических институтов у них. И постепенно они, то есть, научились. Вот как английский политолог Кэрол Пейтман говорит, что демократии нужно учиться на практике. То есть, внедрив демократические институты, нужно учиться, значит, демократии. То есть, на практике работы этих демократических институтов. А у нас же такой практики не было. В 90-х годах чуть была, и потом все заглохло это. Мы не Не контролировали. прижилась там демократия, Мы не да? контролировали этот процесс, просто не контролировали, как в Монголии. А они контролировали, спрашивали, так сказать, с властей там. А тебе не И кажется, что вот отчасти вина вот в том, что все вот эти демократические реформы ложатся на так называемых оппозиционеров, которые как бы вызвались а, менять нашу авторитарную, да, систему в демократическое, да, направление. Быть может, они не справлялись со своими задачами. И у людей как бы память-то хорошая, они все помнят их обещания, помнят, как они выборы за выборами не только проигрывали, они не проигрывали, даже если выигрывали, они не отстаивали голоса своих избирателей. То есть, может, пора бы уже как бы, ну, вопрос такой поднимается о смене не только там, скажем, правящей элиты, да, но и о смене так называемых оппозиционеров. То есть, возможен такой исход вот на предстоящих парламентских выборах, которые там уже анонсируют, там съезд Нурутана, да, вот ОСДП там просыпается, да, тоже из шкафа там вылазит этот старый такой добрый оппозиционный проект ОСДП. То есть, будет ну, ли смена? ну, мне кажется, имитационная демократия у нас работает не только потому, что вот власти там поддерживают это за счет там каких-то средств, усилий, там, в том числе силы там. Имитационная демократия у нас еще работает за счет того, что люди не понимают вообще, что такое демократия. Наш простой народ не понимает. Им представляется, что вот эта вот имитация — это и есть демократия, им кажется. Потому что они не знают, что такое демократия. Да что далеко ходить. Большинство же в аулах там и в городах демократию ругают у нас, считают бардаком, там, либерасти. Ну, она, демократия, плодит там гомосексуалов, они говорят, там, и так далее, там, падению нравов ведет, там, вот как на Западе, вот смотри, что там происходит, говорят. Вот так. Они не знают, что такое демократия просто. То есть это тут нужны ликбезы определенные, чтобы люди поняли, простые люди, простой избиратель понял, что к чему, так сказать. А тут вот, у нас там говорят о каких-то еще идеологиях, там, партийных, там, консервативная, там, Рухани либеральная. Жангру. То есть, ну да, говорят о идеологиях. Там. Наш народ мало того, что не знает, что такое демократия, им там что-то впихивают народу про партии там, и про идеологии. Там. Ну, то есть тут натуральные ликбезы нужны. Что уж говорить там о таких Мгм. вещах. Талгат, спасибо большое за беседу. Наше время подходит к концу, у нас осталась минута. Хотелось бы услышать твои пожелания народу, обществу и власти. Ну, народу, обществу и власти. Что бы ты пожелал? Ну, я в первую очередь бы хотел бы пожелать, чтобы мы все, значит, помнили о том, что мы люди, Homo sapiens, что самое главное в человеке все-таки, как показывает вот развитие человечества, его основа — это разум, это какие-то такие духовные ценности, к которым относятся там достоинство личности, его свободы разные. И вот призываю вот никогда не забывать об этом в первую очередь. А когда человек не забывает про это, стремится к этому, тогда все будет хорошо у нас. Спасибо большое, Талгат.